Третье воскресенье сентября, а именно 17 числа, Чеченская Республика традиционно будет отмечать День чеченской женщины. Всех вам благ, милые чеченские и дорогие женщины. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И председатель Чеченского регионального отделения Союза женщин России Сацита Уциева. Марш Олсетин. Марш. Действительно, я от души, от себя, лично от нашей телекомпании, от программы «Актуальная тема» поздравляю вас с наступающим праздником, Днем чеченской женщины. И перейдем к нашему разговору. Сацит, вы председатель Чеченского регионального отделения Союза женщин России. Насколько я знаю, региональных отделений организаций в России представлены в 85 регионах нашей Родины. А что такое Союз женщин России, если вот так спросить? Да. Ну, я поправлю вас. Региональные отделения не в 85 регионах, а уже в 89 регионах. Вот 4 региона Донбасса. У нас добавились? Добавились. Освобожденная территория? Да, освобожденная территория. Не знал. Созданы, спасибо, что отметили. Да, региональное отделение Союза женщин России. Очень активно работает в этом направлении. И отвечая на мой вопрос. Я сразу же постараюсь ответить на ваш вопрос по поводу организации. Наша организация Союз женщин России, она правопреемница антифашистского комитета советских женщин, которое было создано в 1941 году. Возглавляла этот антифашистский комитет герой Советского Союза, летчица, единственная женщина, которая была удостоена этого звания, Гризодубова Валентина. Она и возглавляла после военного времени и комитет советских женщин, который был уже преобразован. И вот на протяжении определенных этапов очень известные женщины возглавляли эту организацию, ей уже более 80 лет, как вы сами понимаете. Ну и вот, к примеру, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Вот. И с 2006 года возглавляет организацию очень известный политический деятель, государственный деятель Екатерина Филипповна Лахова. Она и в Госдуме работала, и в Совете Федерации, и сегодня возглавляет Союз женщин России. Это общественная организация, которая в 2018 году указом президента Владимира Владимировича Путина присвоен статус общественно-государственной. И в этом же указе определены основные направления деятельности нашей организации. Хорошо, и тогда у меня тут второй вопрос, как говорится, вдогонку. Вы меня простите, конечно, но и все-таки, а зачем нужен Союз женщин России? И зачем нужно его отделение в Чеченской Республике? Простите за такой понятно, вопрос. Но для непонимающих или не знающих, скажем, вы меня правильно поняли, спасибо. Уточним, что наше Чеченское региональное отделение является одним из самых молодых региональных отделений, потому что после нас, по-моему, Ингушетия и вот те 4 региона Донбасса создали региональное отделение. Мы создали в 2019 году, в июле месяце, вот уже более 4 лет наша организация существует. Ну, конечно же, было такое предложение именно от Союза женщин России создать именно в нашей республике региональное отделение, потому что все видели, понимали, насколько в нашей республике придается такая огромная роль, важная роль именно женщине, именно главой республики нашей, роль женщины в нашем обществе. Поэтому видели, понимали, как у нас много в республике очень деятельных, успешных, образованных женщин,
которые, вот, создав свою организацию, будут действительно помощниками в деле именно вот, воспитания, духовно-нравственного воспитания, патриотического воспитания подрастающего поколения. И тем более, что самая главная задача Союза женщин России на протяжении его всего существования – это главный вопрос – семья, статус семьи. Поэтому вот именно в плане сохранения наших традиционных ценностей, духовно-нравственного воспитания, как я уже сказала, очень многое и делается, и предстоит это делать. Основные задачи да, и цели это основные организации. цели, да, повышение статуса женщин в обществе, в экономической, политической, социальной сфере, ну, во всех сферах жизнедеятельности нашего Вы общества. есть. Вы и мы и есть, честно Так скажем, сказать. вы да. есть. И мы вот за короткий период времени создания нашего регионального отделения, пусть это будет нескромно сказано, немало в этом направлении добились успехов, так скажем. Почему это нескромно? говорят Надо еще говорить. это говорят еще и со стороны, и тем более, что вот являясь одним из молодых региональных отделений, мы заняли очень достойное место среди всех регионов России. Поэтому, Это приятно слышать. да, Это приятно слышать. А какое событие вы считаете началом истории вашей организации? Скажу так. Вот чеченского регионального отделения. Ну, конечно, много можно Ну и все-таки вот сказать, пару да, таких важных событий. Ну, событий, то, что мы видели, насколько, я опять повторяюсь, какая роль отводится женщине, чеченской женщине в нашей республике. Мы все прекрасно знаем, как наш глава республики относится к роли женщины. Вот, и знаем, что и мы этим хвастаемся перед и другими регионами России. Учрежден День чеченской женщины. С 2009 года он ежегодно празднуется. Это в память о 46 женщинах, девушках, которые погибли в период Кавказской войны. Ну и далее то, что у наши женщины очень успешно работают во всех сферах жизнедеятельности, и в государственных структурах, и в социальной сфере, и во всех отношениях. И мы посчитали, что, собравшись в первые моменты с подругами, так, посовещались, да, с подругами. За чашкой чая. За чашкой чая, думаем, ну, действительно, надо бы нам действительно более активнее проявлять себя не только на своих основных работах, но и заняться общественной деятельностью и в этом направлении работать. Ну и как раз тоже поступило предложение возглавить организацию. Естественно, я, честно говоря, на тот период думала, как бы, вот, несложно ли будет совмещать основную работу, общественную. Ну, а сегодня уже вот, по истечению времени понимаю, что без этого никак и нельзя было. Потому что, встречаясь с нашими женщинами, общаясь, я и в первый момент поняла, что действительно у нас все получится. Потому что очень много у нас, я еще раз говорю, повторяю, я и сама была приятно удивлена, у нас столько много женщин, которые вот во всех сферах жизнедеятельности вот какие активно работают. Чеченские отделения? Чеченское региональное отделение. Же и самое главное, Сацит, вот да. Что я хочу спросить. В чем состоит ваша миссия? Наша миссия как раз-таки состоит в том, чтобы мы не утратили свои традиционные ценности, чтобы мы конкретно знали наши корни, чтобы мы со своей молодежью работали в этом направлении. И вот действительно наши женщины, они, как я снова повторяюсь, очень образованные, деловые, во всех сферах жизнедеятельности работают. Но у нас есть еще пенсионеры, которые имеют очень активную гражданскую позицию. И они не могут просто сидеть сложа руки. И на тот момент, когда вот мы собирались с подругами, как я уже сказала, сразу же было такое предложение создать совет бабушек, чтобы вот это все, вот эти наши традиции передавать, работать в вузах, в школах,
Вот, даже проводить телевидение такого направления. Вы меня удивляете передачи, сегодня. Да, Вы меня да. удивляете сегодня. Вот. У вас есть бабушки, у вас есть пенсионеры. Да. А еще какие? У нас есть Женщины, советы, у вас да, есть, скажем так. У нас советы девушек, которые мы создали в прошлом году при наших вузах. И вот мы, конкретно опираясь на них, последнее время проводим свои мероприятия с их помощью, так скажем. Поэтому еще раз повторяюсь и говорю, что вот наша миссия заключается в том, чтобы мы сегодня с нашей молодежью, которая, к сожалению, подвержена вот этому негативному вмешательству, так скажем, в нашу жизнь, именно с одной стороны прогресс, с другой стороны, скажем, вот такие моменты с этими телефонами и так далее, наши традиции, ценности как бы поперемешались еще, честно говоря, вот, к сожалению, вот этим двум военным кампаниям получилось так, что мы несвойственные нам какие-то моменты переняли. Я вас понимаю. Да, я вот вас в понимаю. этой И ситуации... об этом нужно говорить, часто говорить. Да, нужно говорить. С этим я с вами тоже даже согласен. Вот в танцах было очень удивительно, когда вот наша молодежь как-то странно танцевала, но слава Аллаху, что уже в последнее время в этом отношении и глава нашей республики, и Министерство культуры, они проводят огромную работу в этом плане, и все как бы устаканилось в этом отношении. Поэтому вот опять-таки, возвращаясь к нашим корням и так далее, просто могу маленький пример привести. Хотя мы вот, и вы прекрасно знаете, что мы поколение советских времен, так скажем, и воспитывались вот в этом плане. И наши родители, и школа, и мы всегда вот имели этот моральный кодекс, так скажем. Вот, и сегодня, конечно же, если мы, вот наше поколение не будет вот этим связующим звеном вот с сегодняшней молодежью, и не будем стараться передавать все это, и чтобы это не утратило, вот, и вот тогда тоже помним, вы меня хорошо знаете, когда... Очень хорошо да, знаю. в то время наши девушки особенно не могли так, как сегодня, спокойно выезжать за пределы республики и обучаться. Поэтому, вот, как бы скажем, мне тоже в этом плане повезло, потому что отец, да, Илья Штольц, он да, работал в органах и всегда как-то очень доверительно относился к своей семье, к своим детям, так скажем. И мне выпала такая честь тоже обучаться за пределами. И вот помню напутственные его слова, которые сразу сказал: вот все, что ты должна запомнить, с какой ты семьи и какую нацию ты представляешь. Вот в этом плане тогда будет, да, все будет правильно, все будет нормально. Поэтому мне и нам очень хочется, чтобы наша молодежь, выезжая за пределы, то ли учеба, то ли какие-то дела, чтобы она всегда вот эти вещи помнила. Может, поэтому вы занимаетесь общественной работой? Да, потому что в то время тоже, вы знаете, что я не стесняюсь этого говорить, комсомол, партия, работа, учеба и в высшей партийной школе, и потом в Академии госслужбы при президенте Российской Федерации. Вот все время я находилась как бы среди людей, и интересно было и работать. Ну и занимаясь основной работой, вот общественная деятельность, она никуда не делась. Поэтому с большим удовольствием, желанием мы работаем и считаем, что это наша миссия в этом и заключается, быть помощниками, активными помощниками от руководству нашему, именно Рамзану Ахматовичу Кадырову, который действительно делать все, чтобы мы на всех уровнях выглядели очень достойными, и в этом отношении мы неплохо справляемся. Насколько я знаю, и я не ошибаюсь, вы проводите множество благотворительных гуманитарных акций, и сейчас многие из них направлены на поддержку бойцов, наших бойцов в зоне специальной военной операции. Вот чем помогли
и помогают чеченские женщины нашим солдатам? Мы одними из первых сразу поддержали именно специальную военную операцию в Украине. И понимая, насколько это опасно не только нашей стране, но и всему миру, так скажем, все, что творилось, делается. И вот в первых числах того периода в прошлом году и заседания всевозможные провели в поддержку даже автопробег, чтобы привлечь внимание. Все женщины, более 40 женщин за рулем, вот, проехались по республике. Ну и на этом все, конечно, помощь не остановилась. Мы всевозможные акции благотворительности собирали, посылки нашим воинам по медикаментам, по продуктам. И даже вот в школах и в Шелковской у нас много активисток, которые работают именно и в школах. Проводили тоже такую акцию «Письмо солдату». Вот такие вот подарки всевозможные. И по линии нашего федерального союза, так скажем, Союза женщин России, тоже участвуем во всех акциях, которые я знаю, поэтому я задал да. этот вопрос. И сегодня не собираемся прекращать эту работу. Главное, чтобы наши воины знали, понимали, что мы их поддерживаем. И да, теперь мокшмеш всех. Да, вот у нас тоже и родственники там служат. Это каждого затронула эта ситуация, конечно. Сацита, мы уже говорили, действительно, я вас знаю лет 40 в любом случае. 40, если так 43, вскидку сказать. 43, я посчитываю. Вот 43. Да. Я помню, как вы меня принимали тогда еще в организацию, комсомольскую и так дальше. Вы не только руководитель регионального союза женщин сегодня, но еще и генеральный директор Аргунского комбината стройматериалов и стройиндустрии, где я тоже в свое время работал, зарабатывал стаж для того, чтобы пойти служить в органы внутренних дел. Ну, задержался там. Задержался там. Да. Как вы успеваете? Где черпаете энергию? Как вы успеваете и там, и здесь, и всюду? Согласитесь, быть генеральным директором в наше время, это как нелегко. А тут еще и общественная работа. Как? Ломали, я сразу скажу, объявлю зрителям, что вы не только в комсомол воспринимали, но еще, наверное, помните вокально-инструментальный ансамбль, где вы... Было тоже, да, на АКСМ был, мы делали вместе с вами. И это предприятие, оно было очень мощное, огромное предприятие, где более 1000 работающих было, вы помните, да, в 3 смены работали. На весь Северный Кавказ мощное предприятие. Гремел комбинат. Аж до Иркутска отправляли заказы. И вот в связи с этим просто нужно подчеркнуть, сказать, что тогда как раз-таки вот на производстве вся вот эта духовно-нравственная, патриотическая, спортивная, культурная жизнь, все проходило на производстве. И было очень хорошо. Ну и я вот, работая тогда как бы партийным руководителем была, а затем уже в 90-х годах, когда уже партия распалась... Кстати говоря, одна из лучших была организаций. Да. Стала заместителем генерального директора, а потом, когда уже республика отделилась, вернее, Ингушетия отделилась свою республику, у нас там были свои подразделения. Вот с того времени, с 95-го года, являюсь руководителем этого предприятия. Конечно, были очень сложные периоды, но тем не менее мы всегда как-то старались держаться на плаву. И вот 2 военные кампании полностью разрушили всю материально-техническую базу этого комбината. Вот. Но тем не менее мы вот активно в 2008 году, вот благодаря нашему главе республики, которые включили нас вот в федеральную целевую программу, как приоритетный объект, который должен восстанавливаться, и треть мощностей восстановили.
И вот сегодня тоже стараемся работать, производить продукцию. Самое главное — создавать рабочие места, чтобы наши люди получали заработную плату. И я всегда говорю, если, допустим, там 20 человек работающих, это не просто 20 человек работающих, которые получают зарплату, плюс еще по 5 человек в семье. Это уже получается хорошая цифра, правильно? Конечно, конечно. Поэтому мы вот и сегодня тоже, кстати, вот хочу сказать, не только производим сложную железобетонную продукцию, мы вот запустили по мелкоштучке производства. Это вот декоративные заборные плиты оградные, для не только вот школы, садики, и для жилищного комплекса тоже. Наше население может приобрести именно вот такие нарядные заборные плиты. Хорошее дело. Да. Функционирует комбинат. Да. Мы при любой ситуации, да, вот именно стараемся держаться на плаву, как я уже сказала, и да, все будет хорошо, потому что у меня тоже вот бывает, что на выезде, на всевозможных конференциях наше руководство Союза любит всегда представлять меня, вот руководитель, женщина железобетонного завода. Вот. Но и тем это не дорого менее, стоит. я всегда подчеркиваю, и они спрашивают, а вот не сложно ли в Чечне, тем более женщине на таком предприятии среди мужчин. Я всегда отвечаю, не сложно, потому что у нас самое понимающее, самое достойное руководство в республике, которое четко поставил это дело на правильные рельсы. Поэтому мне легко, я с удовольствием совмещаю и нахожу и время, и энергию работать, совмещать и производственную деятельность, и общественную. И самое Зная главное, вас, в этом я не сомневаюсь. Да, ну и самое главное — иметь в коллектив, в костях, которые в твое отсутствие очень спокойно справляются всеми производственными делами. Вот это тоже одно из главных. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень интересный разговор. Давно с вами не виделись. Вот можно сказать, как вы уже говорили, как будто бы за чашкой чая поговорили. Мне было приятно сегодня с вами работать. Если бы вам предоставилась такая возможность обратиться к чеченским женщинам в канун праздника, вот что бы вы им сказали? Ну, я, конечно, сказала бы, что мы действительно можем гордиться тем, что мы горянки, чеченки. И в лице Мехкнан Аймани Несиевны я хочу всех женщин наших поздравить с праздником, пожелать самое главное здоровья. И главное, чтобы наши женщины вот так вот гордо несли свое предназначение и гордились тем, что они являются чеченками. Вот что я могу сказать, только это. Вы поздравили в нашем эфире, в эфире ГТРК «О войнах» наших чеченских женщин. Да. Спасибо. И низкий вам поклон за вашу работу. Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. С праздником вас! Спасибо огромное. Баркалдерейска. А на сегодня это все, дорогие друзья. И в конце нашего разговора я хочу присоединиться ко всем поздравлениям нашего дорогого гостя и сказать: всех вам благ, дорогие чеченские женщины. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах» и председатель Чеченского регионального отделения Союза женщин России Сацита Уциева. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.